первая остановка. Лес-то сегодня как гудит. Штормит в тайге. Нехило штормит. В общем, я снова в поход. На мотособаке сегодня за Чагой еду. Бураница есть. По Буранице на мотособаке просто летишь. Экономия топлива. Бензин нюхает. Вот. Посмотрим, что получится сегодня. Сейчас немножко пусть подостынет там редуктор. Он теплый. Не горячий, теплый. Двигатель пусть немножко подостынет. Но в основном, конечно же, редуктор. И дальше поедем. В планах у меня сегодня сбор чаги. Как и в прошлый раз. Дальше буду идти на лыжах, где вот я прошлый поход закончил. Поиск чаги. Сегодня дальше еще буду ходить, искать. Не знаю, что там будет. Все буду снимать, показывать. Так что приятного вам просмотра. Обязательно поддержите канал лайками, дизлайками. И не забывайте подписаться. Погода хорошая, шикарная. Снегопада нету, но очень сильный ветер. Ладно, посижу и дальше в путь. Леденеет все. Постоянно надо замыкать, в принципе, ничего не мешает, но вот теплого редуктора снег попадает сюда, снег тает, и здесь потом оказывается лед. Вот так. Так, загрузился. Здесь сменная одежда, рюкзак. Тулана не взял с собой. И лыжи. Тулан тяжело ходить. Да, и корка наста ранит лапы ему. Подождем, пусть нормальный наст будет, потому что с ними еще походу будут. Вот тут сидела куропатка. И буквально 100 метров пролетела и села. Сейчас я буду ехать и снимать. Может, в кадр попадет. Здесь недалеко, в принципе. Прямо возле дороги сел. Одна куропатка вот сюда садилась. Вот, села и отсюда вылетел. Одна штука. Вчера на рыбалку ездил, там следы тоже были. К весне какая-то птица появилась. Ну все, дальше пока не поеду. Здесь зайдем в тайгу. Будем тут смотреть, проверять. Такие дела. Я уже на лыжах. Идем покорять новые места, незнакомые. Буду изучать эти места для будущих походов. Даже здесь вот, скажем, я иду по сосновому лесу, и я думаю, осенью здесь можно собирать чернику. Вот все это надо запоминать на будущее и уже готовиться к осенним походам.
за ягодами. Так что в дальнейшем много интересного еще нас ждет. Ладно, такой небольшой спуск тут идет, низина какая-то. Куда выйду, пока неизвестно. Посмотрим. Пока шел по сосновому лесу, присмотрел я, короче, сушину. Вот она. Вот. Сухая, хорошая, легкая. Это для пешни. Если что, там пешню я взял сегодня самодельную. На будни Олега я показывал, что за пешня такая, из чего сделал. Так что переходите по ссылке и смотрите, там в описании под видео ссылка на канал есть. Вот. Вот так. Где-то у меня получилось 2,5 метра. Он легкий, толстый, но легкий, потому что он сухой. Сушина. О. Буду так ходить, ничего не поделаешь. Неудобно, конечно, но вот первые следы. Горностай ходит тут. Пока до ельника не дошел, но там уже елки появились. Ага. Вон туда пойдем. Смотрите, я уже в ельнике. Уже. Уже вон первого чага, но, к сожалению, он на пне. Неживое дерево там. Моя лыжня прошлого раза, я так думаю, да, это моя лыжня, с Туланом ходили. Мы здесь возвращались. Все отлично. Все просто хорошо. Идем пока тут. И уже отсюда начнем дальше идти. Да, здесь я с Туланом ходил. Капец, ребят. Что я нашел? Вот это да, находка. Вон, смотрите, там моя лыжня. А здесь вот я там прошел, не заметил, а с другого ракурса. И возвращался, вон выше там. Оказывается, вот тут она, чага. Вот. Ничего, нормально. Так что, бывает, знаешь, думаешь, что все ты уже собрал, там после тебя ничего не осталось. Да нифига, может, за каждым деревом может быть чага. Просто с одного ракурса ты их не видишь, пройдешь другими путями, уже их замечаешь. Отлично, первая чага сегодня. Вот. Такая находка. Это хорошо. Уже что-то есть. Конечно, самое интересное будет, это когда дело дойдет до пешни. Скажем, я не достаю, и пешней будем доставать. Это будет интересно. Так. И в прошлый раз, ребят, показал вам этот лямку, которую вот я сделал, вот. И комментарии были, что это небезопасно. В
комментариях написали, что вот это небезопасно, можешь упасть и в шею там топор попадет. Ну, упасть можно и на ровном месте, и пораниться, и травму получить. Никто от этого не застрахован. Везде. Но у нас в Коми республике охотники, промысловики всегда такие лямки делали на спине. Такой вот костюм, лес-костюм, скажем. И на спине вот такую лямку пришивали. И вот ты на охоте идешь, и этот топор сразу, моментально вот туда. Не надо ничего снимать, рюкзак там. Просто идешь туда, ставишь, и он за спиной висит. Идешь, и опять нужен топор. Просто одной рукой так достаешь, рубишь что надо, там ветку или же какую-то ловушку делаешь. Сделал свое дело, обратно туда поставил, и все. Даже ходили, у меня в избушке там на второй избе этот костюм есть, с этой лямкой. Такая жилетку делали, без рюкзака ходили. В этой жилетке спереди и сзади такие отсеки для добычи, для еды, что вот с собой берешь на охоту чисто на целый день. И в эти кармашки влезало по несколько глухарей даже. Все продуманно это сделано. Ну, все равно, конечно же, напишу, что там так нельзя, это нельзя, упадешь, там поранишься. Ну, блядь, я прошлый поход здесь, вот у меня рану показывать не стану уже на пальце. Топором задел палец. Я говорю, от этого никто не застрахован. Если я что-то показал, это годные моменты для охотников, для любых, скажем, я не знаю. Но это, конечно, я никому не привязываю. Это сам берет пример. Для него это надо или нет, и все. Проблем-то никаких нету. А в другой раз, я уже этот костюм, жилетку я показывал в своих фильмах, на второй избе, конечно же. Можно еще показать. Там и патронтаж с собой, и отсеки для, ну, как сказать, птицы, там, для добычи, там. Все продумано, сделано по-простому, и не надо никакие рюкзаки с собой таскать. Вот. Ладно, что-то я болтаю. Надо идти. Вот в стороне что-то похожее, не похоже. Опять же надо сходить. У меня лыжня старая вон туда идет. Но где-то, наверное, там уже я разворачивался. Какая-то вот чернота есть, а чага или нету там. Везде следы у тулана, блин. Надо посмотреть. Нет, не чага. А, даже моя лыжня тут уже обратно, когда шел. Да, нету там. Везде мои лыжни. Да, недалеко уже тут развернулся я. Блин, лямка падает. Забыл опять сделать. Надо еще добавить одну веревку, блин. Все это вон оттуда заметил. Под снегом. Да, чага. Капец, ребят. Вот это да. Как я это заметил, сам удивляюсь. Что-то черное увидел. Чага, не чага потом. Смотрите, как под снегом он. Вон оттуда. Как рябчика увидел. Вот это да. Большая, между прочим. Хорошая. Ледяная, блин. Ой. Так. Тут, короче, надо закрыть. Вот. Потому что
Там какая-то яма образовалась, блин. Так. Неудобно рубить. Чага хорошая. Чага прям. Да, здесь заканчивается. Этот шматок еще надо как-то. О, есть. Ух ты. Еще есть. Ну это еще тут кусок. Опа. Вон, вообще классная чага. Еще вот по безопасности, скажем, можно пораниться от топора. И вот смотрите, я вот сижу в снегу, вот тут ковыряю, что-то делаю, сейчас буду в рюкзак это все ложить, а там будет проходить какой-то охотник безбашенный, какой-то жадный на каждый шорох, который стреляет. И вот даже не рассмотрев, кто там, что-то коричневое там копошится, о, это медведь или лось там, или еще какой-то волк. За снегом там еле-еле мелькает, надо выстрелить там через сучья, через этот снег, который вот здесь он, пуля пройдет, а там человек. Вот вам и, как сказать, травма. Так что случаев много, ребят, просто и так подумаешь, страшные случаи могут быть там везде, вот, как сказать, каждый сучок может на голову упасть, или же гнилое дерево, ветрено, все, везде опасность, везде. Каждый поход в лес это риск. Это риск во всем. Что надо, в принципе, правильно, я смотрю видео там в Канадах или же еще вот за рубежом, охотники одеты во что-то в красное, и я думаю, зверя такая одежда не испугнет, не испугается, если твой зверь или птица. А лишним не будет, скажем, шапку, ну вот в задней части или полностью шапку какой-то вот яркий цвет одеть. Уф, блядь, настроение немножко поднялось, что вот я нашел. Я здесь вообще как-то не думаю, что что-то будет. Но вот видите, такое начало, уже что-то. Вот такая находка. Сейчас я буду чистить и уберу в рюкзак. Жду не дождусь, когда верховую чагу найду. Там уже точностью до сантиметра я укорочу эту палку. Это сейчас лишняя палку, лишний вес. И уже, так что все впереди, все интересное. Вот тут я и развернулся. Вот пришел вон оттуда. Здесь пошел вон туда. И смотрите, ребят. Вот я пока шел здесь недалеко от своей лыжни, по своей лыжне там, ну, по своей основной лыжне сейчас шел. И нашел уже нормальное количество чаги. Вот это, если еще третий раз пройду, может еще найду. Короче, чага после меня до хрена еще остается. Ну а дальше уже все. Дальше уже пойду по новым местам. Здесь я смотрю очень много подсада и очень много рябины. Здесь место для лосей. Это 100% хороший такой вот густой лес и много кормовой базы.
Вот интересно будет посмотреть тут, что за места такие. И надо было мне еще дальше на мотособаке проехать, где вот я остановился. Это неудобно. Но посмотрим, как с рюкзаком я куда выйду. Конечно же, я буду искать более прямой путь на Бураницу и уже пешком схожу туда налегке за мотособакой уже. Потом к рюкзаку, как и в прошлый раз, лучше подъехать. Ну все, идем дальше. Покорять новые места. Зайчишка бегает. Тут есть. Их немного совсем. Вот один след за целый день ты увидишь. Нет таких троп, как раньше было. Тут, я думаю, тоже березы будут. Но не гарантирую. Я эти места первый раз прохожу, и может березняк резко закончится и на сосновый лес попадем. Место, конечно, шикарное тут. Вон подсада сколько тут. Все рябины. Вот, лось в таких местах и держится. Ну и медведь также осенью. На рябинах они. Спокойное место. Как бы очень густая тайга. Много рябины. Там что-то интересное. Черное пятна увидела. Чало или нет. Подходить стоит, не стоит. Ладно, сейчас пока выключаюсь. Как найду что-нибудь, буду включаться. Видите, где я прохожу. Тяжело ходить по таким местам. Ну, березы есть. Там уже сосновый лес, я смотрю. Не поленился, подошел. Да, чага. Вот такие с деревом они хорошие должны быть. Сейчас глянем, насколько они хороши. Дерево живое. Да, надо посмотреть. Вот рюкзак снял. Тут топор под рукой сразу берешь без проблем. Не надо там в рюкзак заходить. Что тут интересно? Чага? Че он? Какой-то непонятный, блин. Опа. Так, вот тут это еще интереснее. Самое главное вот тут. Вот он. Ну так себе оказалось. С корой. Но есть куски. Аппетитные куски есть. Аппетитные такие хорошие. С древесиной почему-то странные какие-то они. Почему так они получаются? Ну, в общем, дома буду чистить. Так. Один и второй кусок еще вот такой. Эту шнягу, блин. Все надо чистить. Уже дома все. Вот это все труха, ребят. Все труха. Отлично. Отлично. Так, есть, ребят. Есть. 2 дерева даже. Вот они. 2 дерева. Отлично. Вот одна. И вон второе. Нормально здесь я прошел. Врагу не пожелаю, блин. Такой участок хреновый. Это типа этот подсад. И вот эти березы молодые, все гнутые снегом. И как паутина, блин.
ищешь, так петляешь, ходишь. Ну вот, очередная находка. Здоровый. Даже, наверное, этот рюкзак уже тяжелый будет. Вообще здорово. Очень много льда, конечно, тут. Сразу бересту беру нафиг, что вижу. Хороший чага. Ой. О, капец. Не колется. Ой, снег пошел. Вот так вот. Вот это да. Нормальный. Очень тяжелый. Прям здоровый такой. Так. Куда дальше идти? Уже рассматриваю места такие. Вот тут тоже вижу. Да. Есть. Опа. Вот, нет. Все. Тут все разные. Икс. Ладно. Что наше, то наше. Может там пройти. Небольшой кружок такой. И уже надо выходить. То выносить. Далеко. Пешком идти далеко. Так. Ладно. Ну, примерно так, ребят. Такие. Больших два куска таких. Этот вообще тяжелый, здоровый. Лед надо отбить, много льда. Потом по мелочи еще нашел. Вот и все, в принципе. Сбор чаги очень-очень похож на сбор белых грибов. Вот ты белый гриб идешь, не замечаешь. Просто ты проходишь, он останется там стоять. Надо тихо-тихо идти. Просто тихо-тихо, потом уже ты их видишь. Чага то же самое. Вот идешь, вот боковым зрением бывает там черное что-то мелькнет, и все, это точно чага. Удивительный, конечно, процесс сбора чаги, интересный. Вот. Ну, пока собираем, пока вроде как набирается. Верховых чаг пока нету. У них сухостой, смотрите, какая елка. Капец, елка такая прямослойная. Во-первых, сухая. Сколько дров. Скажем, в избушку там для ночевки вот такие дрова вообще класс. Сухие. Ладно, сейчас загрузимся и идем дальше. Рюкзак тут оставляю, палку тоже здесь. И вот тут пустырь, я вижу. Вокруг этого пустыря без рюкзака я сейчас хожу, пройдусь. И уже будем выходить. Ой, чуть не упал. Нашел два дерева. Вот первый, и там еще второй. Сейчас подойдем тоже. Здесь небольшие чаги. То на втором дереве просто огроменные. Блин, плохо отдирается. Там хорошо. Даже не представляете, как хорошо ходить без рюкзака. Одно удовольствие. Да, сейчас я этот возьму и будем выходить. И снова сюда придем. Что впустую, конечно, много придется ходить, но ничего не поделаешь. Я уже набрал
Полный рюкзак. Там солнце. Для ориентира сегодня вообще здорово. Этот хороший большой. Ух ты. Разлетается, блин. Вот так вот. Ну и все. Это достаточно. Это достаточно, ребята. Вес. Мама, не горюй. Все 5 килограмм, ладно. Все, выхожу. Что? Тут заячьи следы. Вот они. Живет. Между прочим, тропит даже немножко. Вот он. Ходит. Здесь он тоже сидел много. Вот еще один. Блин, как-то неудобно он вышел на суку. И на другой стороне еще. Надо брать. Надо брать. Опа. Вот так. Капец. Вот это да. Нет, и повезло. Тут смотрите, какая елка шикарная. Вот это да. Здоровая. И ветки, блин, сучья. Все 4 метра, наверное, длиной. Ладно. Все. Надо идти к рюкзаку. Так, ну все. Килограмм 19 точно есть. Там возле мотособаки взвесим. Ну все, ребят. И сейчас постараюсь по возможности буду выходить. Самый кратчайший прямой путь выберу и буду шуровать. Рюкзак тяжелый. Дотащил, ребят. Было тяжело. Блин, тяжковато, конечно. Фух. Старался напрямик идти по навигатору. Вот этот трекер, по трекеру. Геотрекер называют приложение. Вот здесь я все оставлю и пойду по буранице. Хорошая она. Сейчас даже и лыжи не нужны. Накатали. 2 бурана с прицепом поднялись, я, кого я знаю. И после них это вот занос все примерзло. Может, еще кто-то поехал. Сейчас в марте вообще движуха начнется. В основном март-апрель начинается вот это пик рыболовный. На рыбалку будут ходить больше. Прилично, ребят, я прошел. Во-первых, и сюда, блин, не близко, не близко. Тут в основном ельник, места. Лес такой хороший. Ельник, вот именно охота на рябчика, если. Вот. Я думал, сплошной сосновый лес, нет. То возле дороги так проходит полоса сосняк. Там ельник. Одну верховую чагу еще видел, пока шел. Но высоко. Высоко. Собаки даже не видно. Ладно, сейчас пойду. Потом уже включусь возле рюкзака. Хорошо. Вон. Видите? Блядь, не знаю, видите, не видите? В стороне. Огроменная чага, чуть-чуть высоковато, даже, наверное, палкой не достать. В принципе, от рюкзака недалеко, можно прийти сразу и я там палку пешню сделаю и можно подойти посмотреть. Просто шикарная чага там. Но высоковато, конечно, высоковато. Ладно, иду.
Один гвоздь пока хватит. В общем, укоротил немножко. Укоротил и вот примерно на 35-40 сантиметров. И уже поставил вот такой. Сейчас уже покруче стала палка, черпалка наша. Палка легкая и вообще здорово. Вот так вот все делается в полевых условиях на скорую руку. Уже жду не дождусь, когда я это все буду пробовать. Даже немножко гниловатая палка, но ничего, нормально. Так, ну примерно, не знаю, насколько высоко я смогу. Будем пробовать. Вот. Так, ладно, сейчас взвесим этот чагу. Большой мешок, тяжелый, тащил. Ну, думаю, килограмм 19 будет. Попробуем. Так. Вытащить как-то. Так. Девятнадцать 280. Да, зафиксировалась. Вот, пожалуйста. 19 280. 19 280. Нормально. Бля, я уже по весу рюкзака примерно знаю, сколько весит. Ну, 19 килограмм. Что и говорил. Отлично. Сейчас попьем чай. Ой, ветрено, в лесу попью. Сейчас оденусь, сходим к той чаге, что я от дороги видел. С пешней попробуем. Да. Может, удастся отбить. И в лесу где-нибудь чай попью. Здесь ветрено. Сильнейший ветер.